Местное население с ужасом ждет лета. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, грозит ли Таджикистану в этом году маловодье. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. В этом году Таджикистану маловодье не грозит, уверен профессор Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана Яраш Пулатов. Но Таджикистану и странам Центральной Азии нужна государственная программа по водосбережению. Недавно представители районов, расположенных на берегу Пянджа, выразили тревогу, что сток воды снизился ниже нормы и составляет всего 280 кубометров в секунду, а это, по словам местных чиновников, приведет к дефициту воды для полива и негативно отразится на производстве сельхозпродукции. По свидетельству специалистов, средний многолетний расход за период гидрологических наблюдений в зоне завершения формирования стока Пянджа составляет 989 кубических метров в секунду или 31 кубический километр в год, а некоторые исследователи приводят цифры от 1000 до 1032 кубических метров в секунду. Профессор Яраш Пулатов говорит, что колебания в величине речного стока пограничной реки Пяндж по отдельным сезонам и годам различны. Годовые отклонения могут быть меньше и больше от средних величин. Расход воды не постоянен не только в течение лет, но и сезонов, и в отдельные месяцы и дни. По словам Пулатова, Таджикистан является водоформирующей страной Центральной Азии. В Таджикистане формируется 64 кубокилометров воды Аральского бассейна. Из этого объема Таджикистан использует примерно 17-20% для своих потребностей. Остальная вода идет в страны низовья. Но эти данные среднемноголетние. Это означает, что за 100 с лишним лет наблюдений за стоком воды данные гидропостов различаются по годам. Водность реки зависит от множества факторов. И одним из основных является повышение температуры, скорость таяния ледников, выпадение осадков и других. Одним словом, год на год не приходится. Раз меньше, в другой раз больше нормы воды поступает в русло Пянджа. В этом году наблюдаются большие колебания. У гидрометцентра можно узнать ежесуточный сток, говорит Пулатов. Я не думаю, что в этом году какая-то аномалия. 2022 год не считается маловодным. Как вы относитесь к таким, по сути, сомнительным словам? Ведь в прошлый год был достаточно тяжелый. И что-то такие слова эксперта никак не воодушевляют. А вас? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По его сообщению, недавно прошло заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии региона Центральной Азии в Казахстане. Там обсуждали квоту на воду, которая зависит от полноводности рек в сезоне. Комиссия распределяет воду согласно квотам. Схема, которая действует с 1987 года. По данным, лимиты водозаборов из реки Амударья и подачи воды в Аральское море и дельту реки межвегетационный период 2021-2022 года составляют всего из бассейна реки Амударьи 55,5 кубокилометров, Таджикистан 9,8, Узбекистан 23,6, Туркменистан 22. Лимит водозаборов государства бассейна реки Сырдарья. Всего из реки Сырдарья 4,2 кубокилометров, Казахстан 0,45, Кыргызстан 0,47, Таджикистан 0,36 и Узбекистан 3,34. Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия приводит данные, что фактическая водность за вегетационный период 2021 года по бассейну реки Амударья, рассчитанная при бытовых расходах реки Вахш с учетом регулирования стока, составила 87% от нормы. Однако профессора Пулатова тревожит нетрадиционные сезонные колебания стока Пянджа и других рек Таджикистана, а не рациональное использование воды. По данным ученого, вода, забираемая из бассейнов Амударьи и Сырдарьи согласно квоте, используется всего на 40%, а 60% теряется впустую. Сравнительная оценка показывает, что вся Центральная Азия по указанию потребления воды на душу населения считается относительно обеспеченным регионом. На одного человека приходится в среднем 1700-2500 метров кубических воды. Анализ показателей годовое потребление воды на душу населения в различных странах показал, что оно варьируется от 5000 метров кубических в Туркменистане до 0,28 тысяч метров кубических в Израиле. Если в Израиле отмечается самое минимальное и экономичное использование воды в мире, то практически во всех странах Центральной Азии наблюдается нерациональное ее использование, отметил Яраш Пулатов. По словам профессора, в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов необходим переход на водосберегающие технологии. Капельное внутрипочвенное орошение, использование
использования гидрогелей, мульчирования и тому подобное. Страны региона должны иметь государственную программу по водосбережению, программу по внедрению основных принципов интегрирования управления водными ресурсами на основе рыночных механизмов, хозяйственной деятельности и государственной поддержки, отметил Пулатов. Но некоторые эксперты выражают обеспокоенность тем, что если в этом году будет такое же жаркое лето, то по сути воды будет еще меньше, и это не только скажется на полях и продуктах, а и на электроэнергии, которая в Таджикистане полностью зависит от уровня воды. И тем самым возможен опять дефицит. А как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!